Мой дом обесточили по приказу сверху. Правительство Таджикистана начинает войну против собственного населения. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Мать Шарафиддина Гадоева, одного из лидеров таджикской оппозиции за рубежом, сообщила, что сотрудники отдела электросетей Фархорского района обесточили ее дом. Официальные структуры данное сообщение не комментируют. Оишама Абдулоева рассказала в беседе, что утром 11 октября сотрудники районного отдела электросетей пришли к ее дому и перерезали провода электричества. По ее словам, она живет в доме со своим 12-летним внуком. Я спросила их, почему они обесточили мой дом, ведь у меня нет долгов за свет, и я исправно плачу каждый месяц по счетам. Они ответили, что ваш сын выступал в Германии, критиковал президента, так что это приказ сверху. Они совсем не слушали меня, говорит женщина. Корреспонденты попытались получить комментарии у официальных структур, но усилия были тщетными. В районном отделе электросетей на звонки не ответили. Оишама Абдулоева сказала, что у нее диабет и без света в доме сложно прожить. Как мне теперь готовить еду? Моему сыну 38 лет. Он сам отвечает за свои слова. Какое отношение это имеет ко мне, 72-летней женщине, говорит собеседница. Шарафиддин Гадоев был одним из основателей группы 24. Сейчас возглавляет движение за реформы и развитие Таджикистана, а также является заместителем главы Национального альянса, коалиции оппозиционных групп за рубежом, деятельность которых запрещена в Таджикистане. Гадоев был одним из участников акции протестов членов и сторонников таджикской оппозиции во время визита Эмомали Рахмона в ФРГ. Позже он сообщил, что после этого силовики задержали его мать. Оишама Абдулоева сообщила, что сотрудники органов безопасности Фархорского района продержали ее на допросе 8 часов и после отпустили. Она признается, что опасается за свою безопасность. Другие представители оппозиции также сообщили, что 30 сентября, через день после протестных акций в Берлине, правоохранительные органы страны задержали и допросили их родственников. Власти Таджикистана на заявления своих оппонентов не отреагировали, но в Фейсбуке были опубликованы видео, на которых родственники оппозиционеров просят вернуться их на родину. Некоторые представители оппозиции считают, что видео были сняты под давлением властей. Международная организация Human Rights Watch 6 октября сообщила, что после акций протеста, состоявшихся 28 и 29 сентября в Берлине, в Таджикистане были задержаны и допрошены около 50 родственников представителей оппозиции, проживающих за рубежом. Как вы относитесь к такой ситуации и к таким методам властей? По сути, это является варварством, которое не должно быть в 21 веке в развитом демократическом государстве. А ведь правительство Таджикистана делает акцент на том, что у нас демократическое государство. Но почему тогда, если ты говоришь что-то против власти, страдает вся твоя семья, причем которая даже не имеет к этому никакого отношения? То есть люди должны молчать и кланяться и восхвалять солнце великого президента? Почему они должны это делать, учитывая условия, в которых живут многие таджики? Не от хорошей жизни обычно критикуют правительство, вы согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.